Всем привет! Вы на канале LiveKZ. Меня зовут Ринат Кибраев. Я нахожусь на Алматинском Арбате. Сегодня я хочу провести опрос у казахстанцев на тему того, что минимальная зарплата в Республике Казахстан составляет 42 500 тенге. Однако недавно Министерство труда заявило о том, что за 3 года оно собирается повысить минимальную зарплату в нашей стране на целых 7%. А у людей я хочу узнать, насколько минимальная зарплата в размере 42 500 тенге соответствует ожиданиям казахстанцев. Могут ли люди прокормить себя в условиях нашей страны на эти деньги? Давайте узнаем мнение народа. Но прежде чем продолжить просмотр опроса, не забываем подписываться на канал и ставить лайк. Как вы считаете, на эти деньги реально прожить? Думаю, нет. А какая, на ваш взгляд, должна быть зарплата? В Алматы, например. В Алматы, как минимум 100-150, примерно вот так, чтобы оплатить ком-услуги, там, на еду, на жилье. Вы зарабатываете столько денег, меньше денег или больше денег? И не зарабатываю деньги. Я студентка. То есть вы живете, На деньги родителей. а потом будете жить на деньги мужа. Нет, закончу учебу, буду на свои деньги жить. Вы знаете, сколько размер минимальной заработной оплаты труда в Казахстане? Я точные цифры не скажу, но я знаю то, что по ЕАЭС, по Евразийскому экономическому союзу, Казахстан опережает только Кыргызстан, по-моему. Насколько я думаю. У нас минимальная заработная оплата 42 500. И как вы считаете, эта зарплата соответствует реальным потребностям человека, как гражданина Казахстана? Ну, по потребностям, конечно, нет. Ну, это еще зависит от статусности именно профессии. То есть там, наверное, как берутся, да? Это берутся самая большая, самая маленькая, и просто если считать именно среднюю зарплату, а если по минимальной, ну что, в принципе, можно купить за 40 тысяч? Ну, там, условно, коммуналка, одежда, питание и все. Кстати, Даже этих 40 тысяч не уйдет. да, этот размер заработной оплаты труда минимальный установил еще первый президент Назарбаев. До этого она и вовсе составляла 28 тысяч. Мы сами, да, понимаем, что это такой порог, ниже которого, чтобы человеку не платили, чтобы он совсем уже, да, не жил в нищете. Да. Но, на ваш взгляд, какая должна быть средняя заработная оплата труда, реальная в Казахстане, чтобы человек, чтобы ему, по крайней мере, хватало на жизнь? Ну, хватало на жизнь, я думаю, минимум нужно 130-150. Ну, чтоб, тем более тому, у кого нет своей собственной квартиры, там по-любому уходит, я точно не знаю, сколько уходит в Алмате, но в Астане уходит, если двое там снимают, то по 50 тысяч точно с каждого. Однокомнатная обычная. Официальная статистика утверждает, что в городе Алматы средняя заработная плата составляет примерно 190-200 тысяч. Ну, это, конечно, неправда. Я думаю, это цифры, совершенно завышены. Нет, не знала. Что думаете по этому поводу? Промолчу. Ничего не думаю. Это разве зарплата? А как вы считаете, на эти деньги можно прожить? Нет, конечно. А какая, на ваш взгляд, должна быть зарплата, например, в Алматы, чтобы люди могли достойно жить? 300 тысяч минимум. Не знаю. 42 500 тенге. Наверное. Что думаете по этому поводу? Плохо. Почему? Наверное, не хватает. То есть на эти деньги, по вашему мнению, прожить нельзя? Я думаю, нет. Не только в Алматы. Не только в Алматы. А как вы считаете, какая должна быть зарплата в нашей стране, чтобы человек мог достойно жить? У всех достойное разное, поэтому... Ну, в Алматы, например, та зарплата, Что которую... мы имеем в виду достойно, по-вашему и по-моему? Чтобы человек мог удовлетворять свои базовые потребности и там оплачивать там свою квартиру, коммунальные услуги, хорошо питаться. И он живет один? Ну, допустим, живет с семьей. Ну, и семьей. И семья разная, дети разные, там и жена разная. Ну, вы хотите сейчас, видите, в детали уйти. Да, Но правительство установило в Казахстане минимальную зарплату 42 500 тенге.
Вы бы сколько установили реальную среднюю зарплату в нашей стране? Среднюю, наверное, что-нибудь 1400. Среднюю. Ну, по статистике в Алматы средняя зарплата, по их статистике власти, 190-200. То есть вы еще больше. Я больше. То есть, Видите? и считаете, что это более к реальности, да, имеет отношение? Чтобы человек содержал семью, я думаю, что да. Невозможно. Даже студентам этих денег не хватает, по сути. Хотя у студентов стипендия гораздо ниже, да? Да, намного ниже, но сейчас говорят, что повысили, но я так не думаю, потому что не повысили еще. А сколько нужно денег, ну, зарплата хотя бы, какая, на ваш взгляд, должна быть в нашей стране, чтобы люди могли достойно жить? В среднем 200, 250, я так В считаю. Алматы, Ну, почему в Алматы? По всей стране? по всей стране. Да. Ну, хотя в Алмате, наверное, чтобы немного было выше, потому что тут немного дороже, чем в остальных городах. Это был такой короткий видеоопрос. Мы просто решили приехать на Арбат и сегодня узнать мнение по поводу минимальной зарплаты. Конечно, минимальная зарплата не соответствует минимальным потребностям казахстанца, человека, который живет в этой стране, и тем более в таком дорогом городе, как Алматы или там Нур-Султан, Астана. Поэтому я думаю, что Министерству труда нужно задуматься не о том, чтобы поднимать минимальную зарплату на 7%. Это совершенно глупо, тем более за 3 года. Представьте, за 3 года минимальная зарплата просто вырастет на 7%. Это ни о чем. Нет. И надо задуматься над тем, чтобы реальная, да, минимальная зарплата, реальная. Я против того, на самом деле, чтобы в Казахстане устанавливали минимальную зарплату. Ни в одной развитой стране нет такого, что есть минимальная зарплата. Там, да, в США говорят $12 в час, там, это от штата зависит. Но я считаю, что я против минимального размера заработной платы труда. При нормальной экономике, при нормальной рыночной экономике люди будут получать достойно, согласно той работе, которую они выполнили. Поэтому если в Казахстане завтра даже минимальную зарплату скажут 500 тысяч тенге, то она не будет хватать людям, потому что хлеб будет там стоить, например, 10 тысяч тенге. Это ни о чем. То есть надо повышать в целом, правительству работать над тем, чтобы повысить уровень жизни народа, и чтобы бизнесмены, люди, которые занимаются бизнесом, коммерческой деятельностью, они могли своим рабочим, наемным рабочим платить нормальные деньги, потому что они тоже понимают, человек, который ведет бизнес, что сотрудник тоже должен получать хорошую зарплату, чтобы мог себе кормить свою семью, себя содержать, и это будет стимулом ему лучше выполнять свою работу. Всем рахмет, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях.